Вот в прошлом году на Рамадане один блогер, достаточное количество последователей у него вроде, вот этот ролик прям залетел, такой вирусный стал. И мне этот ролик стали простые люди присылать. Я смотрю, он там что говорит. Если ты намаз не читаешь, то и твой пост не принимается. И простые люди, те, которые намаз не читают, мне отправляют. Вы же имам, вот посмотрите, как это, оцените вообще. Нам поститься или нет. То есть его ролик стал причиной того, чтобы они не постились. То есть у них он отбил желание, можно сказать. Месяц Рамадана — это же большая возможность, и они знают, слышали, да, эти хадисы, что это большая награда, что грехи простятся и так далее, что врата рая открываются, врата ада закрываются. Это в простонародье много распространенных хадисов. И вот они с этим желанием, с намерением хотят поститься. Испокон веков наши предки постились, потому что уже из поколения в поколение. Джара, Пазан, вот это вся наша культура с этим смешалась. А тут блогер какой-то появляется из другого течения, говорит, нет, ваш пост не принимается. То есть он берет ответственность Всевышнего на себя, хукм выносит. Понимаете, это очень опасно. Говорить, давать фетву, хукм от имени шариата, это очень опасно. Потому что наши ученые говорят, тот, кто торопится издать фетву, он торопится к огню. Если эта фетва неправильно будет, то ты в большой опасности.